В Таджикистане неразбериха со статистикой по зараженным коронавирусом. В Таджикистане с начала 2021 года выявлено всего несколько заболевших коронавирусной инфекцией, а в больницах не осталось пациентов с таким диагнозом. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему официальной статистике верят не все таджикистанцы. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Таджикистане с начала 2021 года выявлено всего несколько заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. Хотя еще около 200 заболевших лечатся амбулаторно, в Минздраве уже рапортуют о завершении эпидемии. Официальной статистике, конечно же, верят не все таджикистанцы, и это не зря. Медицинские маски в Душанбе носят практически все жители, но чаще в кармане, чем на лице. Маски нужны, чтобы попасть в общественный транспорт, продуктовые магазины и госучреждения. Хотя охрана не всегда внимательно следит за соблюдением правил. Границы закрыты, никто к нам не приезжает. Вот и болезнь пропала, считает один из опрошенных таджикистанцев. Регулярное авиасообщение между Таджикистаном и Россией прекратилось еще 27 марта. При этом между странами все-таки летают спецрейсы. Благодаря соблюдению всех мер безопасности со стороны нашего народа теперь все хорошо, говорит опрошенный. Везде сидит охрана, но они не следят за тем, чтобы все надевали маски, хотя объявления висят, и есть такой указ, отмечает следующий мужчина. А вы верите в то, что Таджикистан победил коронавирус? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Минздраве такое отношение таджикистанцев к ношению масок не поддерживает, хотя официально в больницах нет пациентов с диагнозом COVID-19, а за последние дни заболели меньше 10 человек. Об окончательной победе над вирусом говорить, конечно же, еще рано. Вчера мы дали 4 положительных случая. 2 из них были как раз-таки из категории людей, которые вернулись в Таджикистан через границы. Еще 2 от предыдущих случаев, которые попали под амбулаторное наблюдение, говорит начальник государственного санитарно-эпидемиологического надзора Навруз Джафаров. Полностью победить коронавирус удастся к середине 2021 года, оптимистично заявляют в Минздраве. Именно тогда в стране должна стартовать вакцинация населения. Сегодня власти торопятся закупать вакцину, ждут окончания всех этапов испытаний основных прививок и обещают выбрать лучшую в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. До включения Таджикистана в программу международного сотрудничества по производству вакцин COVAX были предложения. Пример из Китая. Чтобы Таджикистан включился в процесс 2 и 3 этапа клинических испытаний. Но мы отказались из соображений этики и безопасности, продолжает Навруз Джафаров из Минздрава. Заявления властей Таджикистана не вызывают доверия у блогера Рустама Гулова. Он напоминает, что чиновники скрывали наличие коронавируса вплоть до визита миссии ВОЗ, а официальная статистика заболеваемости была в разы меньше неофициальной. И в чем-то он, конечно же, прав. А как вы считаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. СМИ публикуют официальные данные, те же данные, что дает Министерство и ВОЗ. ВОЗ публикует данные министерства, говорит Рустам Гулов. А эти данные просто циркулируют между разными источниками, и получается, что первый источник – это Министерство здравоохранения и социальной защиты, которое очень часто врет. Если они что-то говорят, то перепроверить очень сложно. С первых дней власти скрывали о наличии инфицированных, а теперь они пытаются скрыть данные по умершим. Почему нельзя им верить? Потому что все те, кто сообщал журналистам достоверную информацию о зараженных и умерших, были уволены. По официальным данным, коронавирусной инфекцией в 8-миллионном Таджикистане переболели уже 13 тысяч человек, умерло 90. По неофициальным данным, собранными в соцсетях, только с мая по сентябрь 2020 года от коронавирусной инфекции умерли не менее 450 таджикистанцев. Но все же будем верить на то, что пусть и не сейчас, но очень скоро мы победим этот коронавирус и заживем так, как раньше. А как вы считаете, мы сможем его победить и как скоро? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Пока у нас на этом все. До скорых встреч!